«Сила Сибири». Название, которое говорит само за себя, но которому дали еще множество не менее громких имен. «Стройка века» – самый масштабный инфраструктурный проект страны. Трубопровод жизни. Название, кстати, выбрано не случайно. В 2012 году за него мог проголосовать каждый. Тогда еще проект даже не был изложен на бумаге. Далее подписание контракта с Китаем в 2014, а в 2015 началось строительство газопровода со стороны обеих стран, которые встретились на границе в июле этого года. В России «Сила Сибири» берет начало в Якутии, в месте, которое без знания точных координатов будет довольно сложно и проблематично найти на карте. В 150 километрах от ближайшего населенного пункта города Ленска расположилось Чииндинское месторождение. Вот оно, место, откуда и берет свое начало «Сила Сибири». Диаметр этого трубопровода составляет 1,4 метра, а протяженность 2200 километров. Труба идет до границы с Китаем и параллельно дает возможность газифицировать другие российские регионы. Давление в этих трубах 9,8 мегапаскалей. Вкупе с большим диаметром и протяженностью поддерживать это давление довольно проблематично. Для этого придумали специальную систему очистки, сжатия и дальнейшей отправки. Пойдем по порядку. Газ добывают в нескольких скважинах и далее направляют в цех по очистке. Данный цех предназначен для того, чтобы собрать газ со скважин зоны УКПГ-3 и УКПГ-2 в единый общий коллектор, который будет в результате объединения, по этому коллектору газ будет направлен в здание пробкоуловителя и сепарации. При работе скважин, то есть происходит вынос жидкости, жидкость конденсируется за счет сил гравитации в трубопроводах, потом в результате движения газа по трубе данная жидкость с потоком газа выносится сюда, на эту площадку, собирается все в коллектор и попадает в пробкоуловитель. То есть мы здесь, в следующем цехе, улавливаем эту залповую жидкость. Дальше там стоит сепаратор, который улавливает более мелкие частицы жидкости, которые прошли через пробкоуловитель. Все это можно назвать такой некой предпродажной подготовкой, и хоть система практически полностью автоматизирована, человека не сможет заменить никакая техника. Работают как на местах, так и в едином центре, где все выведено на один большой экран, при взгляде на который у обывателя просто разбегаются глаза. Но специалисты на то и специалисты, что умеют за несколько секунд понять, работает ли система как нужно. Главный щит, то есть это сердце промысла, по сути. То есть здесь происходят все какие-то оперативные решения, здесь принимаются, вся информация доносится сюда, то есть все параметры выводятся на мониторах. Пытаюсь в себе воспитать эту многозадачность, то есть смотреть одновременно, быть везде. Знаю, на что смотреть из этих 100, 150, 200 датчиков. Конечно, очень многие ситуации, допустим, такие как пожар, загазованность, какое-то повышение, резкое давление или снижение, они все прописаны в алгоритмах, так называемых, в системе противоаварийной защиты. Какие-то мелкие, допустим, проблемы мы устраняем, естественно, просто своими руками. То есть помимо электроприводной запорной арматуры, там, естественно, очень много задвижек, экранов, регуляторов обычных ручных, которые тоже они здесь у нас не выводятся. Мы просто знаем, что где находится, можем подкорректировать руками. Даже в очищенном виде газ просто так до границы не доставить. Возвращаемся к вопросу протяженности и диаметра трубопровода. Поэтому на месторождении работает мощнейший компрессор, который приводится в действие двигателем в 25 мегаватт. По мощности это сравнимо с 5 первыми атомными электростанциями. Компрессор сжимает газ, отправляет далее по трубопроводу. На всей протяженности «Силы Сибири» подобных агрегатов установлено 8. Путем нехитрых вычислений получается каждые 300-400 километров, что и позволяет доставлять газ до границы со стороной восходящего солнца. Сейчас на улице температура ниже, чем минус 30 градусов, приближается к минус 40, но труба, по которой идет газ, теплая. И это еще одно подтверждение того, что Китай уже вот-вот получит наш российский газ. День X, 2 декабря, момент истины.
Сразу два события в один день. Старт подачи газа с Чииндинского месторождения и начало поставок в Китай. Первое было запланировано на 12 часов по якутскому времени. Подготовка, проверка, общий сбор и вот они, заветные слова. С этого момента газ устремился через сотни километров, через непроходимые места, прямиком к границе с Китаем. Вот с помощью этой кнопки был дан старт работе на Чииндинском месторождении по добыче газа. Сейчас за моей спиной счетчик показывает чуть более 750 миллионов кубов, но в год здесь будет добываться свыше 10 миллиардов кубических метров. И это только начало, дальше больше. Спустя 6 часов, в 12 по полудню, но уже по московскому времени, началась трансляция, которая объединила сразу 4 ключевые для этого дня точки на карте. Россия, Сочи. Там находился президент России Владимир Путин. Чииндинское месторождение, где люди, которые своими руками возводили центр добычи, не дыша, прикованные к экранам, наблюдали, как сейчас. В этот миг произойдет то, чему они посвятили несколько лет своей жизни. Компрессорная станция «Атаманская» на границе с Поднебесной. Там глава «Газпрома» Алексей Миллер руководил открытием линейного крана подачи газа. И Пекин, Китай, откуда на связь вышло все руководство страны и местной газовой отрасли. Подача газа в магистральный газопровод идет в штатном режиме. «Газпром» готов к началу поставок газа в Китайскую Народную Республику. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана. Команду на открытие линейного крана. Разрешаю. Диспетчер, прошу открыть линейный кран. Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась. Так, Якутия стала центром или даже сердцем газоснабжения всего дальневосточного континента. Это не только многомиллионные доходы, это газификация районов, инфраструктура и огромное количество рабочих мест. Мы сейчас делаем проектирование для того, чтобы газифицировать 30 населенных пунктов нашей республики. Ну и, конечно, это все-таки трудовые ресурсы, которые могут работать на предприятиях «Газпрома». Если говорить в целом, то больше, наверное, до 2000 человек будет задействовано в будущем. И мы все-таки реализуем в республике программу «Местные кадры в промышленность». И уже сегодня на предприятии «Газпрома» работают наши люди с республики Саха-Якутия. За примерами далеко ходить не пришлось. Они нас встретили прямо на въезде. Среди ударников труда на главной площади месторождения гордо красуется портрет якутянина. А во время экскурсии по предприятию в первом же цеху мы встретили Андрея. Получил работу на предприятии в сентябре этого года, но, признается, готовился к ней еще со школьной скамьи. Я сам родом с города Ленска, закончил школу, и я знал то, что в ближайшем будущем здесь будет разрабатываться такое колоссальное по запасам месторождение, и строится трубопровод Сила Сибири. Край этот мне знаком своими суровыми условиями работы, быта, жизни. И трудностей особо и не возникало. Я понимал, куда еду, понимал, что тут будет нелегко, но мы все справились, и сегодняшний день войдет в историю, я думаю. Вся работа налажена и поставлена на поток. Как сказали ранее, сейчас проектная мощность 10 миллиардов кубов газа в год. При выходе на объемы свыше 20 миллиардов, по примерным оценкам, запасов месторождения хватит плюс-минус на 30 лет. Но и это еще не все. В кладовой Якутии, даже близ территории Чиинды, находится еще не один запас природного топлива. А это уже серьезный задел далеко не на одно десятилетие вперед. Надолго еще и потому, что по максимуму удалось соблюсти нормы экологические. К примеру, на пути Силы Сибири не раз встречались водоемы. Озера, мелкие реки, чтобы не навредить фауне, их русла никак не изменялись. Газопровод прокладывали прямо под водой на глубине нескольких метров. И таких примеров масса. На наш вопрос об экологической безопасности работы предприятия Игорь Крутиков, директор «Газпром Ноябрьск», ответил категорично. В этом плане мы не подкачаем. После себя здесь будет
Я глубоко уверен, после нас здесь не будет ни мусора, не будет ни незаконных порубок и тому подобного безобразия. Все будет хорошо. И если Якутия ставит вопрос сохранения своей природы, то наш азиатский сосед пытается вернуть хотя бы ее малую часть. Промышленность Китая уже много лет работает на угольном топливе. Уровень загрязнения воздуха, рек и городов в стране один из самых высоких в мире. Предельно допустимые нормы превышены в разы, а в отдельно взятых регионах в десятки раз. Экологи со всего мира бьют тревогу, так как масштаб экологического бедствия грозит экологии всего мира. В городах же, где предприятия перешли на газ, всего за считанные месяцы люди, как после долгого забвения, наконец смогли увидеть солнце и небо в голубых, а не в черных от смога тонах. Тем самым Россия и Якутия, как сердце этой цепи, вносят неоценимый вклад в будущее всей планеты. Темпы спроса на природный газ растут с каждым днем. И благодаря грамотному руководству, продуманной политике, силам тысяч строителей и специалистов, которые возводили и сейчас работают на силе Сибири, в частности на Чииндинском месторождении, мы обеспечиваем будущее не только нашего, но и следующих поколений. И в завершении, покидая Чиинду, хотелось бы сказать вот о чем. Запуск газопровода «Сила Сибири», запуск Чииндинского месторождения – вещи, безусловно, важные, но самое главное, что мы здесь увидели, это люди. Все, что мы показали в этом репортаже, это результат их человеческого труда с нечеловеческими усилиями. И как было отрадно наблюдать за их лицами, когда давали запуск результатам их труда. Труда, который объединил их к одной великой цели великой страны. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.